Новости на канале АТР. Я, Христина Стейц, вас приветствую. Дальше говорим только о самом главном. И мы продолжаем вспоминать судьбоносные для Крыма события 2014 года. 28 февраля на территории полуострова вслед за посвященными спецназовцами открыто появляются российские военные. Вертолеты, не таясь, рассекают небо над Крымом. Аэропорты захватывают зеленые человечки без опознавательных знаков. В защиту независимого крымско-татарского канала АТР выходят добровольцы. А в Севастополь приезжает одиозный Владимир Жириновский. Обещает крымчанам счастливое будущее в составе России. Каким был последний день этой горячей зимы? Дальше без комментариев. Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Крымского местного референдума 25 мая о придании статуса автономной республики Крым как государственного в составе Украины. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Чтобы этот мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Приговор Сулейману Кадырову так называемый Феодосийский суд объявит завтра. Его судьи должны зачитать в 10 часов утра по крымскому времени. Во время сегодняшнего заседания прокурор требовал 3 года лишения свободы условно для члена регионального меджлиса, которого оккупанты обвиняют в сепаратизме. Также сторона обвинения предлагает запретить Сулейману Кадырову заниматься публичной деятельностью в течение 2 лет. 2 года назад в одном из комментариев в Facebook Сулейман Кадыров написал, что Крым – это Украина. Ставленники Кремля на оккупированном полуострове сразу же назвали это покушением на территориальную целостность России и сфабриковали очередное дело о сепаратизме. Основное, что они хотят достичь, это дополнительное наказание в виде 2 лет запрета заниматься какой-либо деятельностью в сети интернет. То есть, попросту говоря, они хотят заткнуть им рот. Дважды меня судья останавливала в последнем слове, где я хотел показать, насколько агрессивно ведет себя Россия в отношении наших соотечественников, крымских татар, соблюдающих мусульман. На завтра назначено, оглашение приговора. Никто из нас иллюзий не питает.
Мы уверены в том, что это будет, конечно же, обвинительный приговор. Дай Бог, чтобы я ошибался. Ялтинское дело о так называемом терроризме. С минуты на минуту должно начаться заседание Северокавказского военного суда в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых 6 незаконно вывезенных в Россию крымчан. Эмир Усейн Куку, Арсен Джапаров, Муслим Алиев, Рефат Алимов, Инвар Бекиров и Вадим Сирук. Их всех российские оккупанты обвиняют в причастности к организации Хизбут Тахрир, которую Кремль назвал террористической и запретил. Как утверждают адвокаты, обвинения против их подзащитных фактически держатся на показаниях неких тайных свидетелей и одного силовика-перебежчика Александра Компанейцева. После аннексии Крыма он предал присягу, с рядов СБУ сбежал в ФСБ. Именно его допрашивали во время прошлых заседаний так называемого суда в Ростове. А на сегодняшнем заседании, как ожидают защитники крымчан, оккупационный прокурор будет объявлять материалы сфабрикованного дела. Прокурор будет оглашать материалы уголовного дела в отношении ребят, а именно характеризующие материалы. Не будут сегодня допрашивать свидетелей в связи с тем, что адвокат Ладин и адвокат Курбединов Эмиль Махсудович не смогут явиться в заседание, так как будут участвовать в Феодосии в прениях по Сулейману Кадырову. Тем временем подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу участника одиночного пикета Рустема Усманова. Крымский татарин пытался обжаловать 10-тысячный штраф, который наложил на него суд первой инстанции. Впрочем, суд, как и в случае десятков других слушаний, к доводам защиты не прислушался. Зачитывая решение свое, опирался на те материалы, которые к моему доверителю никакого отношения не имеют. Это раз. Второй момент. Решение шаблонное. Как обычно, там минут 20 зачитывали, приводили какие-то нормы. Опять-таки, повторюсь, к моему доверителю никакого отношения не имеющие. В защиту Ханского дворца под таким лозунгом организовала флешмоб «Крымская солидарность» и призывает принять в нем участие всех, кому не безразлична судьба культурного наследия крымско-татарского народа. Вдохновителем флешмоба стала Альмас Акимова, которая в минувшие выходные в Бахчисарае вышла на одиночный пикет в защиту Хан-Сарая от российского вандализма. Тех, кто хочет продолжить дело смелой девушки, «Крымская солидарность» призывает публиковать на своих страницах Facebook видеообращения или фото в поддержку Ханского дворца с хэштегом, который вы прямо сейчас видите на экране. Первыми, кто откликнулись на призыв присоединиться к флешмобу, стали жены крымских политзаключенных Эмир Усейна Куку и Сейрана Салиева. Женщины опубликовали фотографии своих мужей на территории Ханского дворца, сделанные еще во времена их свободной жизни. Жителей Крыма запугивают, чтобы обеспечить явку на незаконных выборах президента. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял. Речь идет о том, что работники почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий опрашивают людей, будут ли они участвовать в будущих незаконных выборах. За неявку работникам бюджетной сферы угрожают увольнением с работы, а жителям сел – невыдачей различных справок. И с призывом предотвратить проведение незаконных выборов президента России в Крыму уже завтра может обратиться Верховная Рада Украины к международному сообществу. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Он подчеркнул, Крым украинский, а следовательно, проводить там выборы Россия не имеет права. Это противоречит всем международным и мировым нормам. Ці вибори нелегітимні, і результат їх буде такий самий – нелегітимний. Вже зараз їх підготовка супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав людини, репресіями проти місцевого цивільного населення, вбивствами, тортурами, депортаціями на території Російської Федерації. Ці злочини кремлівської верхівки треба зупинити. Так называемую крымскую весну делали наркоманы, а в самопровозглашенной крымской власти настоящие бандиты. Об этом в интервью одному из местных изданий оккупированного Крыма рассказал бывший ополченец Тимофей Денисюк. Он признал, что в ополчении весной 2014 года были зэки и наркозависимые. А к власти на волне событий 2014 в Крыму пришли только представители так называемой семьи. Ополчение же, самопровозглашенная власть, сделала банальным инструментом отжима имущества у несогласных.
Здесь мы вздохнули и подумали, вот пришла Россия, значит будет все по-другому. Будет меньше коррупции, будет больше свободы, да, там будет так, будет этак. Мы возвращаемся домой. А в конечном итоге мы оказались в ситуации, которая была даже хуже, чем при Украине. У нас реальный бандитизм во власти. И ополчение, которое было призвано в момент Крымской весны остановить этот бандитизм, к сожалению, стало инструментом этого бандитизма. Площадь Бориса Немцова 1. Такой адрес теперь будет у российского посольства в Вашингтоне. Вчера, в годовщину убийства известного оппозиционного российского политика, улицу официально переименовали. Церемонию переименования посетили члены Конгресса США, представители Госдепа, Законодательного собрания Вашингтона и администрации, русская диаспора, а также дочь Немцова Жанна. Решение о переименовании этого места городской совет Вашингтона принял единогласно, отметив, что этот шаг символизирует приверженность города к демократии. Ця вулична табличка безпосередньо напроти посольства Росії служитиме постійним нагадуванням Путіну та його прихильникам, що вони не можуть використовувати насильство, вбивства та залякування, аби змусити замовчати голоси свободи та непокори. Борис Німцов присвятив життя боротьбі за вільну та демократичну Росію. Він був сміливим критиком корумпованого режиму Путіна, його вторгнення до України, що врешті-решт привело його до трагічної долі. Обыски в севастопольском правительстве. Накануне так называемые силовики нагрянули с обыском в местное главное управление потребительского рынка и лицензирования. Известно, что проверки провели в рамках уголовного дела, которое расследует в отношении главного специалиста этого ведомства. Его подозревают в получении почти 100-тысячной взятки. Как бы 41-летний чиновник требовал вознаграждения от предпринимателей и обещал закрыть глаза на торговлю без необходимых документов. За те же деньги пообещал и отсрочить демонтаж их киосков. Вместо дорог сплошная грязь. Уже несколько лет жители микрорайона Даниловка в Красногвардейском жалуются на полное отсутствие путей. Асфальта здесь вовсе нет, а грунтовка после дождей и снега превращается в настоящую полосу препятствий. На асфальтные дороги люди здесь даже не надеются. Только просят у власти, чтобы хотя бы грунтовую дорогу выровняли грейдером и засыпали щебнем. Впрочем, даже этого местные чиновники до сих пор сделать не удосужились. И пока что это все новости, которые наша команда подготовила к этому часу. Больше новостей и событий в развитии уже в следующих выпусках. Чтобы ничего не пропустить, оставайтесь с АТР.